коррупция кылды деген айыпты чыгарган. Ошону менен Конституцияны дагы, эл аралык мыйзамдарды дагы кылмыш жаза процессуалдык кодексин одоно түрдө бузулган. Мындан тышкары Конституцияда эгерде далилдер жетишсиз болсо, соттор жанагындай олдоксон далилдер менен өкүм чыгарбайт деген дагы бир ыйык нормалар бар. Мен баягы баарын эмес, токот эрежелерин эле айтып атам да, ошол ыйык нормаларга ылайык далилдердин баары олдоксон болгондугуна, олдоксон эмес, далил жоктугуна карабастан, күмөн болгондугуна карабастан, соттун биринчи өкүмү Эрни Сулуу Айбек күнөөлүү деген чечим чыгарган. Мен ойлойм, бул жерде түздөн түз ошол саясий мотив үстү жактан ошол Мана Сарабаевдин көргөзмөсү менен кабыл алынган өкүм. Азыркы мына биз айтып аткан сотторго эч кимдин басымы болбойт. Соттор адилеттүү чечим чыгарат. Соттор абийирине жана мыйзамга баш ийип чечим чыгарат деген жаңы уран, жаңы чакырык кандай болуп атканын эми иш жүзүндө көрөбүз. Сиз жана сиздин адвокаттарыңыз ошондо ишти кайрадан тергөөгө жөнөтүү Ишти кайрадан тергөөгө жөнөтүүгө өтүнүч кылып атабыз. Анткени тергөөгө барып биз кайра кетирилген кемчиликтерди оңдошубуз керек. Биринчиден бул жана Бугубаев деген эксперт машина 13,5 турган эмес деген деп айтты деп мага күнөөнү коюп атат да, бирок сотко келгенде ошол Бугубаев менин чыгарган эксперттин бүтүмүм сизге эч кандай тиешеси жок. Мен аны башка эле бир иш боюнча, контрабанда боюнча чыгарган бүтүмдү ишке тиркеп коюптур деп Бугубаев өзү айткан. Аны мен айткан жокмун. Ал видеодо дагы, аудиодо дагы, протоколдордо дагы бар Бугубаевдин ошентип айтканы. Бугубаев деген бул эксперт. Демек, бул жерде мамлекетке чыгым келди деген тергөөчүлөрдүн бүтүмү негизсиз жана мыйзамсыз. Мамлекетке бир тыйын чыгым келген эмес. Азыр эми кандай соттук коллегиядан өтүнүчтү канааттандырат деген үмүт барбы? Эми азыр күтүп турабыз. Кылмыш жаза процессуалдык кодекс боюнча талаптарына ылайык соттор кеңешүү комнатага кирди. Азыр чыгып өзлөрүнүн пикирин айтат. Рахмат. Саламатсыздар, урматтуу Next TV телеканалынын Facebook баракчасында көрөрмандары, бүгүн Бишкек шаардык сотунда депутат Алманбек Шыкмамбатовдун иши каралып жатат. Бүгүнкү соттук отурумда азыр биз баамыбызда соттор кеңешпе бөлүмүнө кирип кетти. Чечим чыгаруу үчүн алдын ала маалыматтар боюнча Next TV түз эфирде болот. Биз менен болуңуздар. Эскерте кетсек, урматтуу Facebook көрөрмандары, Алманбек Шыкмамбатов 2011 жылы эсептөө палатасынын аудитору болуп турганда жеке кызыкчылыгын көздөп, аялынын Mercedes-Benz 320 үлгүсүндөгү унасын кымбат баага сатуу үчүн Барат люкс ишканасын тендерге катышкандардын катарына кошууну демилгелеген деп айыпталууда. Бул боюнча биринчи инстанциядагы сот ишин 1-май райондук соту карап, буга чейин 19 декабрда Шыкмамбатовго эсептөө палатасынын мурдагы аудитору Жусуп Иманалиевге жана Германиянын Кыргыз мамлекетинде жашаган жараны Али Юкселге өкүм чыгарылган. Соттун чечимине ылайык Шыкмамбатов 5 миллион сом айыпка жыгылган. Иманалиев 10 жыл 6 айга күчөтүлгөн тартипте эркинен ажыратылып, үй мүлкү мамлекетке чегерилип, эркиндикке чыккандан кийин 3 жыл мамлекеттик жана муниципалдык кызматка иштебейт деп өкүм чыгарган болчу. Ал эми алар менен бирге айыпталып жаткан Юксел жазадан бошотулган. Белгилей кетсем, Шыкмамбатов соттун мындай чечимине каршы экенин билдирип, Бишкек шаардык сотуна кайрылган. Мындай негиздемени Шыкмамбатов азырда айтып өттү.
саясий буйрук экенин. Бұлар үміттейді ғой. Баяғысында барантауына жалпағымен тұғын аяғымен саңғылдапты. Bunu getirdi oraya toplu. Anlattı ki mi onlar? Onlar kotka. Азыр урматтуу Facebook колдонуучулары азыр эле сотто отурум болуп, Шыкмаматовдун жана адвокаттар тарабынан жарыш сөзгө чыгып, андан улам соттук коллега азыр кеңешпе бөлүмүнө чечим чыгаруу үчүн кирип кетти. Биздин Facebook баракчага дагыдан жаңыдан кошулган көрөрмандар болсо дагы бир жолу эскерте кетейин. Бүгүн Бишкек шаардык сотунда депутат Алмамбет Шыкмаматовдун иши мамлекетинде жашаган жараны Али Yüksel болсо жазадан бошотулган болчу. Бирок мындай чечимге нааразы болгон Шыкмаматов Бишкек шаардык сотуна доорасы менен кайрылган болчу. Ошондой эле депутат Алмамбет Шыкмаматов мунун саясий буйрук экенин азырда белгилеп өттү. Siz көпчүлүк атасыз демеде, жакшы эле, но просто поддержка. Белгилей кетсем, урматтуу Facebook колдонуучулары, бүгүн депутат Алмамбет Шыкмаматовдун иши боюнча Бишкек шаардык соту карап жатат. Азыр эле соттук коллега өкүм чыгаруу үчүн кеңешме бөлүмүнө кирип кетти.
азыр бул жерде депутаттын адвокаттары жана тарапташтары соттун чечимин күтүп турган учуру.
Bıçasın be. Bıçasın. Aşağı bıçasın. Sağ olun. Молодец. Определение 12 июня 2018 года судебной коллегии по уголовным делам административных правонарушений городского суда составит председательствующего Мамоновина судьи Светлана Ахмадзюла, секретаря судебного заседания Абдрасулова с участием прокурора Ахматова и Мамбетова, адвоката Джакубека Академии Монасида, переводчиков Кирилляна Закамиля Агаровой, Сыгоралина Кольцова и Виталия рассмотрел открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Шахмамада Ахмадида Насатановича о совершении преступления, предусмотренных статьей 30 части 3, 4 статьей 303 части 1 УК Казахстанской Республики и Ивана Юсупа Маровича о совершении преступлений, предусмотренных статьей 30 части 3, 4 статьи 303 части 1 Уголовного кодекса Казахстанской Республики и Юсуп Али совершение преступления, предусмотренных статьей 30 части 6 статьей 303 части 1 Уголовного кодекса Казахстанской Республики по апелляционному представлению прокурора Октябрьского районного округа, апелляционные жалобы адвоката Халиева, защиты интересов подсудимого Иманаева, адвоката Джакубека, защиты интересов подсудимого Шахмамадова на приговор Первомайского районного суда от 19 декабря 2017 года. Шахмамад Алмадец Шахмасханович 21 октября 1969 года рождения, уроженец города Грузия по национальности Кыргызской Республики, ранее несудимый депутат Демократической Кыргызской Республики, семьи, проживающий в адресу номер 4, улица Узбекова, дом номер 132, квартира номер 12. Шахмамад Алмадец Насаханович принял невиновное совершение преступления, предусмотренной части 4 статьи 30 части 4 статьи 304 Уголовного кодекса Кыргызской Республики и назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч расчетных показателей за год до штрафа. Меры пресечения Шахмамада Алмадец Насахановича по взысканию выйти оставлено прежней. После вступления приговора в законную силу постановлено Имануила Юсуп Умаровича 26 февраля 1953 года рождения, уроженец СЛСГР Бахаркинского района Камадской области, по национальности гражданин Кыргызской Республики, семейный судимого приговора Первомайского районного суда было разрешено 28 января 2015 года к 10 годам лишения свободы, находящийся под стражей с 18 ноября 2012 года, а по данному уголовному делу 27 марта 2017 года, ранее проживающий по адресу города Бишкек, улица Льва Толстого, дом 2, УБ, квартира номер 28. Иманалиев Юсуп Умарович признан виновным в совершении преступления, предусмотренной частью 4 статьи 24 статьи 304 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания правовой лишения режима. В соответствии с частью 4 статьи 59 Уголовного кодекса Кыргызской Республики
путем частичного сложения наказания после совокупности преступлений, указанных в приговоре Первомайского районного суда города Бишкека 28 января 2015 года, окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет 6 месяцев. Конфискация имущества с лишением права занимать должности на государственной муниципальной службе сроком на 3 года. Отбывание наказания исполнителей полномочий режима. Срок отбытия наказания исчислено с 18 ноября 2013 года. На основании пункта 3 части 2 статьи 61 Устава Российской Республики предварительного заключения зачитано срок отбытия наказания за расчетом денег за наш. На основании части 4 статьи 59 Устава Российской Республики наказание отбытия по приговору Первомайского районного суда города Бишкек от 28 января 2015 года защиту наказания. Меры пресечения в отношении подсудимого Иманалиева Юсуфа Умаровича в виде заключения контроля расставлены без изменений. Юксель Али, 1 апреля 1964 года рождения, уроженец города Алтын-Таш, Турецкой Республики, по национальности турк, гражданин Федеративной Республики Германия, ранее несудимый, работающий директором Мосубиста, разведенный, проживающий по адресу города Бишкек, улица Павлова, дом номер 211, квартира 28. Юксель Али, признан виновным совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 части 1 статьи 221 Уголовного кодекса без назначения наказания с истечением срока давности, привлечение лица к уголовной ответственности за указанное преступление. Меры пресечения в отношении подсудимого Юкселя Али были подписаны и доставлены без изменений после вступления приговора в законную силу постановлено отменить. После вступления приговора в законную силу вещественных доказательств законе 10 счетный палат по машине марки Даймлер Крайслер 208 года, Мерседес-Бенц 320 2011 года выпуска, Даймлер Крайслер 320 2000 года выпуска, Даймлер Крайслер 320 2000 года выпуска, и Мерседес-Бенц Т-320 2001 года выпуска, Галатинского цвета. После вступления приговора в законную силу постановлено возложить счетный палат Турецкой Республики. Отменено изложенные постановления следователя по особо важным делам Следственного управления государственной национальной безопасности Турецкой Республики от 29 марта на следующий день, что квартиру расположенную в главной зоне дом 211, квартира 28, квартира расположенная по адресу Бишкек, улица Деревянная, дом 15, квартира 10. И нежилое помещение расположено в адресе города Бишкек, проспект Чуй, дом 3. Автомашину марки Honda Odyssey 2005 года выпуска, пункт номер ЖЕH 24. Квартиру расположенную по адресу улица Попова, дом 102, 104, квартира 3, принадлежащий законным животным Марабеком, автомашине марки Toyota Camry 2014 года выпуска, зарегистрированную на стружку Амадор Кудатурова Наполненную. Заслушав доклад судьи Бишкекского городского суда о поведении коллеги установила Шахмамата Иманалиева Юксель Али обвиняется в совершении особо тяжкого преступления против государственной власти. В ходе судебного разбирательства поступило ходатайство от адвоката Джакубековой о направлении уголовного дела прокурору для восполнения пробелов следствия. Заслушав государственных обвинителей Ахматова и Мамбетова и сделав обосновавшее представление дела Шигуры о необходимости назначения наказания в отношении подсудимых по предъявлению обвинения, так также подсудимых Шахмаматова, Иманалиева, Юкселя и их защитников, поддерживавший ходатайство адвоката Джакубекова, судебная коллегия исследует материалы дела и приходит к следующему.
соответствии со статьей 319 Уголовного процессуального кодекса Кыргызской Республики и разъяснением данного постановления Верховного суда Кыргызской Республики от 27 февраля 2009 года о судебном приговоре по постановлению приговора должны получить оценку все рассмотренные в судебном заседании доказательства. Председатель суда по вопросам, разрешаемым при постановлении приговора, таких противоречащие этим выводам. Приговор признается несоответствующим обстоятельствам уголовного дела, если суд не учел обстоятельства, которые могли существенно повлиять на выводы суда. Так, материалами уголовного дела установлено, что 23 марта 2017 года органами следствия в отношении Шахимана Лига, Шахманатова, Каингина, Чурбуна, Янова, Романа и Генерального с истечением сроков давности вынесено постановление о прекращении уголовного преследования по факту нарушения порядка проведения публичных торгов, том номер 5 дела 122-126. При этом в материалах уголовного дела отсутствуют сведения о заявлениях, о заявленных согласиях или возражениях вышеизложенных лицами по поводу постановления о прекращении уголовного преследования. Так как в соответствии с требованиями части 3 статьи 28 Уголовного процессуального кодекса Кыргызской Республики прекращение дела по основанию уголовного пункта 10 и 11 части 1 настоящей статьи не допускается, если обвиняемый против этого возражал. В этом случае производство по делу продолжается и решается при наличии тому оснований постановлением обвинительного приговора с освобождением осужденного от наказания. Также в ходе судебного разбирательства допрошенные подсудимые Иманалиев, Шахманатов, свидетели Камыни, Чурмон, Джанбекова, Романовой и Дельбаева пояснили, что следственные органы при вынесении постановления о прекращении уголовного преследования, а их согласие и возражения не выяснять в материалах уголовного дела об этих обстоятельствах сведения отсутствуют. Кроме того, как установлено материалом уголовного дела подсудимых Шахманатов постановили, до даты проведения тендера на закупку служебных автомашин сообщили ВУКСе о том, что автомашина для служебного пользования будет приобретена не путем проведения тендера, а подобранной им или самими для их поставки счетной палаты Кыргызской Республики необходимо юридическое лицо для эффективного оформления соответствующих стоящему тендеру документов. На что ЮКС, согласившись, оказал содействие, предложив им использовать для этого ему аффилированные ему УСО по радио. При этом для придания видимой законности проведения тендера по закупку счетной палаты Кыргызской Республики служебных автомашин и присуждения в нем победы УСО по радио также подал заранее предыдущую тендерную заявку на возглавляемую УСО листа. Предложение на шкрыт поставку автомашины марки Toyota Camry в количестве 5 единиц на общей сумме 4 265 000 тенге. Согласно протоколу процедуры закупок товаров тендерной комиссии счетной палаты Кыргызской Республики, победителем было признано УСО «Барабюкского», предложившее наименьшую оценочную стоимость закупки в размере 3 368 831 сумму. Тем самым Иманалиев при содействии ЮКСИДА действовали грубо, нарушив требования статьи 5 Закона Кыргызской Республики о государственных закупках, согласно которым государственным служащим и работникам поступающей организации запрещается оказывать какое-либо влияние на процедуру закупок и любой сторон закупок, участвовать и принятии решений по процедурам закупок, если они связаны с кем-либо из участников закупок, степенью роста, либо прямо или косвенно результатов проводимых проверок. Юридическая оценка указанным обстоятельствам следственными органами не дана. Никакого решения по поводу того, что оказано на содействие подсудимому ЮКСу, а при осуществлении счетной палаты Кыргызской Республики закупки служебных автомашин в количестве 5 единиц было уже нарушено процедуру государственных закупок, то есть требования закона Кыргызской Республики о государственных закупках и действия ЮКСу предусматривается проектом преступления, предусмотренной статьей 189 УК Кыргызской Республики, следственными органами не вынесено отдельное процессуальное решение для отношения установленных обстоятельств материалов дела
не имеет значения голосования решения. Совокупность указанных данных надлежащим образом не оцениваемой первой инстанции могла проверить на правильность вывода суда изложенных в приговоре. Она имеет доказательства других имеющихся в материалах уголовного дела сведений свидетельств о том, что не все они получали надлежащую оценку в приговоре, а к оценке отдельных доказательств суд подошел односторонне, без участия всех обстоятельств и совокупности. Кроме того, в соответствии со статьей 23 Уголовного процессуального кодекса Казахстанской Республики, устами участвующим в деле лица, не владеющим языком, на котором ведется судопроизводство, обеспечивается право делать заявление, давать показания, заявлять ходатайство, знакомиться со всеми материалами дела, выступать в суде на родном языке и пользоваться услугами переводчика. Кроме того, часть 3 данной статьи предусматривает, что копия постановления о привлечении в качестве обвиняемого и приговора должна получить на родном языке. То есть судебные коллеги считают, что в процедуру Юкселя следственными органами нарушены права обвиняемого. Согласно статье 349 Казахстанской Республики, основанием к отмене или изменению приговора суда первой инстанции является несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре фактическим обстоятельствам дела. В соответствии с частью 3 статьи 264 Уголовного процессуального кодекса Казахстанской Республики, в случае изменения обвинения в судебном заседании на более тяжкое или существенно отличающееся от предъявленного обвинения необходимость привлечения к ответственности других соучастников преступления, а также восполнение иных пробелов следствия, прокурор обязан потерпевшие иные участники процесса вправе заявить ходатайство о передаче дела для производства следственных действий. Судья, рассмотрев ходатайство, вправе своим постановлением возложить дело прокурору либо отклонить ходатайство и продолжить судебное разбирательство. Кроме того, суд вправе передать дело прокурору в случае невозможности восполнения пробелов следствия и устранения в суде. В связи с изложенным, поскольку дело устранения допущенных существенных нарушений уголовного процессуального законодательства Казахстанской Республики, по данному уголовному делу невозможно принять решение по существу обвинения или обвинения по суду. А в соответствии со статьей 19 Казахстанской Республики следователь обязан принять все предусмотренные законом меры для всестороннего полного и объективного исследования обстоятельств дела. Судебные коллеги считают обоснованным возвратить данное уголовное дело прокурору, под надзором которого его следствие для восполнения пробелов следствия и устранения в суде. При таких обстоятельствах судебный приговор подлежит отмене отдела направления прокурора для восполнения пробелов следствия и устранения в суде. Так как в связи с неисследованием всех обстоятельств, установленных в ходе следствия, отсутствие юридической оценки указанных обстоятельств со стороны следственных органов, судебные коллеги отсутствуют возможность принять какое-либо решение. Тем самым судебные коллеги считают апелляционное составление государственного обвинения, апелляционный жалобы адвоката коллеги защитники по судебному подлежащему оставлению и защитники осуществления. На основании изложенного руководства статьями 348 часть 1 и 6, 349, 350 Казахстанской Республики судебные коллеги определил. Приговор Первомайского военного суда города Бишкек от 19 декабря 2017 года отменить. Уголовное дело по обвинению Шахманатова Алмамета Насыхановича и Мамалина Исмаровича в совершении преступления, предусмотренные статьями 330 часть 4 и статьей 303 часть 1 Казахстанской Республики, обвиняемого Юкселя в совершении преступления, предусмотренные статьями 30 часть 6 и статьей 303 часть 1 Казахстанской Республики, возвратить прокурору для восполнения пробелов следствия и установления в суде. Апелляционное представление ходатайства адвоката Джамшековой удовлетворить. Определение может быть направлено в порядке надзора Верховный суд Казахстанской Республики. Председательство суд подписать. Решение ясно.
Кеткен, Да, жүріп. Сначала на русском, потом на английском. Сегодня определением судебной коллегии Бишкекского городского суда был отменен приговор суда первой инстанции от 19 декабря 2017 года. И дело направлено на доследование для восполнения пробелов следствия. Во-первых, по одному деянию следствием было предъявлено 2 обвинения. Это противоречит Конституции, нормам международного права и УПК Кыргызской Республики. Кроме того, следственные мероприятия были проведены без переводчика юкселя. И третий факт, не дана надлежащая оценка тем материалам, которые были собраны следствием. Поэтому суд, посчитав доводы адвоката Джокупеговой убедительными, дело направлено на доследование для восполнения пробелов. Что это означает? Это означает, что теперь в течение месяца следствие должны восполнить пробелы следствия и дать новую юридическую оценку. Бүгінгі Бишкек шаһардық сотының құрамының анықтамасы бойынша, бұл іш бойынша бірінші инстанцияның соттың өкімі жоққа шығарылды. Иштегі тергөө убагында бузулган жагдайларды оңдоп калыбына келтирүү максатында жана жаңы юридикалык укуктук баа берүү талабы менен, милдеттендирүү талабы менен кайра тергөөгө иш жөнөтүлдү. Башкача айтканда, тергөө органдары сот курамы көрсөткөн мыйзам талаптары бузулган эмес. Ошондуктан азыр эгерде мыйзамдын жогорку күчү камсыз болгон жагдайлар орносо, анда бул иш чийик экени жана эч кандай кылмыштын курамы жок экени тергөөдө аныкталыш керек. Рахмат.